Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, как мужчину едва заживо не сожгли в квартире на улице Пролетарская. Замков нет. То есть спокойно открывай, да. Покажем, как поломка на дороге обернулась 3 разбитыми машинами. Поздно заметил. Ну, а кто-то вас отвлек, наверное, да, или нет? Да, машина ехала, свернула, я не знаю. А также, как 2 жителей Нижневартовска из Казани обманывали красноярцев. Людей обманули на 5 миллионов рублей. Это и не только прямо сейчас. Запер человека и едва не сжег его заживо. Ночью вспыхнула квартира в одном из домов на улице Пролетарская. Ее владелец скончался пару лет назад. С тех пор жильем пользуются все, кто только захочет. В основном любители выпить и люди без определенного места жительства. Соседи проснулись от ужасного крика. Заживо горел человек, заблокированный в этой самой квартире. Татьяна Тимошенко расскажет подробности. Огнеборцам пришлось прокладывать пожарные рукава через весь двор, так как их техника попросту не могла добраться до нужного подъезда из-за припаркованных машин. Горела квартира жилого дома на 5-м этаже. Ее владелец скончался больше 2 лет назад. С тех пор, по словам соседей, жильцы там менялись часто. Кто-то приходил туда на сутки, просто переночевать, кто-то отметить праздник. Шумные алкогольные посиделки стали нормой. Замков, говорят соседи, там нет, приходили все, кто хотел. И хотя они неоднократно обращались к участковому с просьбой закрыть и опечатать дверь, до сих пор ничего не поменялось. Нет замков никаких. Замков нет. То есть спокойно открывай, да. А часто кто-то заходит, нет? Бывает. По рассказам соседей, они проснулись в полночь из-за грохота. Как выяснилось, позднее шумел как раз один из гостей этой квартиры, 49-летний мужчина. Он пытался выбраться из горящего помещения. По одной из версий, все это дело рук его товарища, который поджег квартиру и подпер дверь. Якобы так хотел отомстить за прошлые обиды. Но запертого мужчину спасли огнеборцы. Они снаружи разблокировали входную дверь, и хотя пострадавший чувствовал себя неважно, от госпитализации он отказался. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Вероятному поджигателю теперь может грозить уголовная ответственность по статье «Покушение на убийство». Татьяна Тимошенко, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. 69-летний мужчина погиб на пожаре в частном доме. Трагедия произошла в деревне Урсалабаш Альметьевского района. Сообщение о пожаре поступило на номер вызова пожарной охраны накануне, в 8 часов вечера. Прибывшие на место пожарные увидели, что у дома горит кровля. Огонь едва не перекинулся на рядом стоящие баню и сарай. Также соседи рассказали, что внутри может находиться человек. Они пытались проникнуть в дом, чтобы спасти его, но сделать это из-за сильного задымления не удалось. За считанные минуты огнеборцы справились с огнем, после чего в доме обнаружили тело мужчины. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На данный момент устанавливаются причины пожара. 58-летнего жителя Тукаевского района обвиняют в убийстве собственной пожилой матери. Дело рассматривают в Верховном суде республики. Как следует из материалов дела, подсудимый в порыве ярости несколько раз ударил пожилую женщину по голове, а затем нанес ей удар ножом. Свою вину он признает частично, рассказывает, что убивать не хотел, и нож в руки не брал, и настаивает, что женщина сама решила свою судьбу. С подробностями из зала суда Елена Саляхова. Это нонсенс для нас, вот это произошедшее. А погибшие ее родные и близкие вспоминают с теплотой. Рассказывают, в свои 80 она была жизнерадостным человеком, никогда ни на что не жаловалась. Новость о ее гибели повергла всех в шок. Бездыханное тело пенсионерки нашли утром 20 октября минувшего года в одном из домов села Круглое Поле, это в Тукаевском районе. Вскоре задержали и подозреваемого в убийстве, сына пожилой женщины, 58-летнего Сергея Иванова. В ночь с 19 на 20 октября 2020 года, находясь в своем доме в поселке Круглое Поле Тукаевского района Республики Татарстан, в ходе внезапно возникшего конфликта нанес ей несколько телесных повреждений по различным частям тела, а также не менее одного удара ножом в область грудной клетки. Однако у подсудимого была иная версия произошедшего. Он рассказал суду, что в тот вечер во время ссоры он действительно несколько раз ударил мать по голове, но нож в руки не брал. А колотые раны, уверяет, мать нанесла себе сама, мол, страдала психическим заболеванием и жить ей давно надоело. Частично я насчет ножа, колотые раны, я не мог такое сделать. Однако ее родственники уверены, женщина на такое была не способна.
Ни разу не говорила там о смерти или что ей надоело жить. Вот она одна-одинешенькая, она умереть хочет. Никогда я от нее не слышала. Она всегда улыбалась, всегда радовалась. Жизнерадостная была. Но следователи готовы доказать, что женщину убил именно ее сын. И если суд признает его виновным, ему грозит провести до 20 лет в местах лишения свободы. Елена Саляхова, Константин Бушуев. Вызов 112. Сегодня Зеленодольский суд вынес меру пресечения 31-летнему водителю снегохода. Он 14 марта на праздновании Масленицы в Свияжске сбил 10-летнюю девочку. После случившегося скрылся с места происшествия. Ребенка госпитализировали с переломом плеча. Мужчину нашли спустя сутки. Он житель поселка Васильева, работает разнорабочим на стройке. Признался, что снегоход без спроса взял у своего начальника. До этого подобной техникой не управлял и прав на ее вождение у него нет. До этого мужчина несколько раз привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Даже был судим второй раз, попавшись пьяным за рулем. Освободился 4 месяца назад. Сейчас в отношении него возбуждены 2 административных дела. За нарушение правил движения, из-за которого пострадал человек, и за скрытие с места ДТП. А Следственный комитет возбудил уголовные дела за нарушение ПДД и угон. Следователь просил заключить мужчину под стражу. Прокуратура ходатайство поддержала. Согласны, не согласны. Можете высказать свою позицию? Ну как, согласен, почему нет? Согласны с ходатайством следователя? Против была адвокат мужчины. Защитница просила для него домашний арест. В итоге суд с учетом мнения всех сторон арестовал мужчину на 2 месяца. Приличным для старенькой иномарки ущербом обернулась ее поломка на улице Арбузова. Део Нексия была вынуждена остановиться посреди проезжей части. Ехать больше не могла. Ее водитель только дождался помощи, но оттащить машину не успели. В сломанный, но целый автомобиль на полном ходу врезалась Kia Rio. Вероника Гайнудинова продолжит. Део Нексия остановилась прямо посреди проезжей части на улице Арбузова. Ехать дальше автомобиль не мог, сломался. Водитель включил аварийку, выставил знак и позвонил товарищу, чтобы приехал и отбуксировал машину. На месте устранить неисправность не получилось, и когда трос был уже прицеплен, колонна готова была тронуться с места. Поломок у Део стало куда больше. Сзади в нее на всей скорости врезалась Kia Rio. Поздно заметил. Ну, а кто-то вас отвлек, наверное, да, или нет? Ну да, машина ехала, свернула, я не знаю. Мужчина рассказал, что двигался с допустимой скоростью. Аварийный знак, выставленный на дороге, попросту не увидел. Вину в такой ситуации отрицать ему не было смысла. Как оцените ущерб примерно? Ну, ущерб нормальный, 10 Пока не знаете, да, точно такая? Единственное, что радует водителя Нексии, не пострадал сам, когда привязывал тросы и стоял у багажника. Вероника Гайнудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Уроженцы Нижневартовска из Казани по телефону обманывали жителей Красноярска. Схему мошенничества раскрыли полицейские после серии заявлений потерпевших. Задержание подозреваемых, совместная операция Управления уголовного розыска по Татарстану с коллегами из Красноярского края при силовой поддержке бойцов спецподразделения. Наталья Медина узнала масштабы обмана. Их задержали в Казани. Сопротивление оказать они не успели. Все началось с заявления пожилой жительницы Красноярска. Обманули ее проверенным способом. Ей позвонил неизвестный, представился полицейским, сообщил о ДТП, виновником которого стал ее внук. Чтобы его не привлекать к ответственности, попросил 170 тысяч рублей. Испугавшись за жизнь близкого человека, потерпевшая собрала все сбережения и перевела их злоумышленнику. Только после этого пенсионерка созвонилась с внуком и убедилась, что с ним все в порядке. Она тут же обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело. И вскоре стало понятно, что звонили пенсионерки из Татарстана. Отсчет времени до задержания подозреваемых пошел на часы. Одному из них 35 лет, другому 26. Работаю таксистом, частным извозом, занимаюсь официально, не трудоустроен. Родился в городе Нижневартовске, прожил там до 2020 года. С 2021 года живу в Казани. Они приехали в Татарстан на заработки. И, как выяснили полицейские, заработали неплохо. Установлено, что они причастны еще к 31 афере и обманули людей в общей сложности больше, чем на 5 миллионов рублей. Наталья Мезина, вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.